Я не профессиональный энергетик, всех тонкостей проблем, которые есть в энергосистеме, я могу далеко не знать, но имею определенное представление, тоже как человек, который долгое время возглавлял техническую службу, и имею для себя представление, что у нас происходит сегодня в энергетике, в каком у нас состоянии, в общем, и у меня есть свое видение решения части тех проблем, которые есть сегодня у нас в энергетике. Я считаю, что да, проблемы глобальные, привлечение инвестиций, строительство новых объектов генерации, это все как бы отдаленное, да, в будущее. Это, я думаю, что, видимо, будут какие-то проекты, которые будут как бы, да, реализовываться в течение там, нескольких лет или многих лет. Но сегодня критическая ситуация в энергетике у нас сегодня. И она, мы это поняли уже давно, но необходимость оплаты за переток как бы, да, обострил наши чувства и понимание того, что да, вытащить из общей финансовой системы большое количество средств и оплатить переток электроэнергии, это очень губительно как бы, для состояния нашего бюджета, для банковской системы. Это очень серьезно повлияет в общем на экономическую ситуацию в стране. Мы должны подойти и создать систему, при которой нам надо будет увеличивать собираемость. По собираемости учет и передачи информации нам надо создавать биллинговую систему, вот приблизительно такую же, как есть у связистов. Да, вот. У мобильных операторов, у крупных операторов это система учета и потребления электроэнергии и оплата за них. В этом плане парламент законодательно принял необходимые меры да, в том числе и по банковской системе, потому что, обращаясь к жителям, мы ездили с энергетиками по селам, собирали активы этих сел, общественность этих сел, уговаривали платить, да, особенно жители отдаленных сел, говорят, нет нормальной системы оплаты, да, вот кто-то сюда приезжает, может этот человек приедет, тогда у человека нет средств, да, или не тогда, когда он получил пенсию. Мы должны создать систему учета, то есть технический узел, при котором, да, вот приборы учета будут устанавливаться, параллельно будет создана биллинговая система, у человека отключится, да, в оговоренное время электроэнергия, за которую он не заплатил. И эту историю надо делать. Я бы хотел остановиться на тарифообразовании, которое продолжается у нас многие-многие годы. Сегодня, когда нам надо оплачивать стоимость перетока сверхпотребленного лимита, который дается бесплатно нам, вот возникает резонный вопрос. Я задавал, кстати, и коллегам, и исполнительной власти, почему тариф должен быть одинаков, да, для дома престарелых и для успешного коммерческого предприятия. Можно вот как-то, да, вот задаться этим вопросом. Для бюджетных организаций и для суперсовременных производств, которые у нас есть. Мы не можем, экономика не может себе позволить, вот Резу Платонович сказал, по 3,60 купить, и там не по 2 рубля, да, продать этим людям электроэнергию. Я считаю главным долгом государства, нас всех, минимизировать финансовую нагрузку на наших обычных граждан. Вот. Мы должны понимать, что финансовое положение наших граждан сегодня не позволяет, да, принять те тарифы, которые, будем говорить, экономически обоснованы. Но экономически обоснованные тарифы бизнесу, тем инвестициям, которые я как бы сторонник привлечения инвестиций в экономику, строительство новых как бы, гостиниц, санаториев, домов отдыха, мы это должны приветствовать. Но эти инвесторы должны знать, что они должны заплатить экономически обоснованную стоимость за потребленную электроэнергию.
У нас огромное количество объектов строится, мы с Тимуром Ивановичем общаемся периодически, а тех условий нет на подключение. И простите, да, нам нужны инвесторы. Инвестор, главная цель инвестора — это создать рабочие места и увеличение доходной части нашего бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов. А инвесторы, которым надо датировать оплату электроэнергии, ну это как бы мы должны над этим очень серьезно задуматься. По созданию единой системы учета, это система телеметрии. Оно как бы к нам больше, ну как ко мне, как к бывшему связисту, я имею представление, как эту систему создавать. В свое время аналогичные проблемы, не такие кошмарные, да, аналогичные проблемы были и у связиста. Вот Тимур Ахлович знает, эта система была у связистов сделана, и проблем, как бы, да, проблемы какие-то возникают и с тарифами. Мы слышим в последнее время, что происходит, но эта система налажена, идет. Электроэнергия должна стать товаром. За нее должны платить все потребители. Должны быть справедливые и экономически обоснованные по максимуму тарифы. И как бы мы должны задумываться о новых объектах генерации. У нас есть объекты, которые раскурочены, разрушены, их надо восстанавливать. Нам надо смотреть, за счет каких средств это все можно восстанавливать. Если есть желание строить какие-то новые объекты генерации, то можно там ветряные какие-то, можно там, допустим, в Зыбском ущелье, где постоянно есть, да. Ну, я не знаю, значит, формы, которые, ну, на мой взгляд, бизнесу надо продавать электроэнергию и экономически обоснованные цены. Если у нас на сегодняшний день, если мы говорим о том, что в следующем году у нас будет 700-800 миллионов, где мы по 3,60 возьмем? Из каких средств? В бюджете нет таких денег. Где мы это возьмем? Бизнесу надо добавить. А? Бизнесу надо добавить, и их тоже разорить. Бизнесу не надо добавлять, Давид Чичевич. А бизнесу, мы в бизнес приходим, в ресторан приходим, где там тарелочка какого-то блюда уже там по 1000 рублей стоит. А кто будет оплачивать, кто будет датировать, купить по 4 рубля и продать бизнесу по 2 рубля? Где взять эти 2 рубля разницы? Ну, не все в ресторан ходят, так что Не тем, кто в ресторан ходит, а куда ходит. Я имею в виду тот ресторан. Почему должен я ресторану оплачивать дотации давать? Где взять эти деньги? Вот понимаете? Мы должны подойти к тарифам. Тарифы мы должны знать. Владельцы, уважаемые, гостиниц, домов отдыха, потихонечку надо как бы готовиться к тому, что мы говорим о привлечении инвестиций, да? Можно привлечь инвестора, это все восстановить, и он вернется к этим же тарифам. Так же, правильно? Потому что у нас нет градации между физлицами и юрлицами. Есть градация между физлицами и юрлицами, но нет. Более детализировать имеется в виду, на самом деле, у нас высокодоходным бизнесом меньше тарифом, есть же высокодоходный бизнес, у нас на следующий бюджетный год, уважаемые друзья, у нас на следующий бюджетный год нету средств оплатить стоимость сверхпотребленной, установленной лимитом электроэнергии. Если нам, допустим, выставят счет 1,5-2 миллиарда рублей, у нас этих средств в бюджете нет. А где их найти, мы должны вот обсудить. Мы продолжим. Я хотел бы добавить,
я хотел бы добавить, парламентом, вот прошлый бюджетный год, на этот год, когда мы принимали, мы, как бы, понимая необходимость, мы установили дотации в размере РУП Черноморэнерго для приобретения приборов учета 200 миллионов рублей. В этом году в проекте бюджета заложена сумма в 150 миллионов рублей, но мы, понимая недостаточность этих средств, выходим с инициативой добавить еще 100 миллионов рублей, и я очень сильно надеюсь на то, что поддержат наши коллеги, и мы размер дотации Черноморэнерго установим в размере где-то 250 миллионов рублей. Мы должны отметить то, что у Черноморэнерго практически вышла вся техника строительная из строя. Да, вот буры. У нас Беслан Федорович говорил о необходимости там как бы, да, вот опоры. 120 миллионов рублей. Да. Город Сухум. Необходимо купить технику. Да. Рассчитано Вот, даже да, по единицам. да, вот такая вот проблема. У нас огромное количество опор лежат в наших деревнях, в наших городах, а техники установить эти опоры, поменять эти опоры у нас нету. К сожалению, техника